Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Добрый вечер, это радио Крым Реалии. В студии работает Сергей Макрушин. Сегодня мы подведем итоги 2021 года, поговорим о том, как менялось законодательство Украины и как изменения в украинском законодательстве встраиваются в стратегию реинтеграции Крымского полуострова. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Единственное, что сегодня к нам нельзя будет дозвониться, потому что мы записали для вас эту программу, но нашу трансляцию можно обсуждать в чате, который работает по-прежнему под нашей трансляцией на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на нашем канале и продолжаем. Итак, поговорим мы сегодня о целом ряде изменений в украинском законодательстве, которые так или иначе касались Крыма, тех, кто живет на Крымском полуострове. Поговорим о том, как был принят, какую реакцию вызвал закон о коренных народах Украины. Поговорим о государственных мерах поддержки крымско-татарского языка, поговорим о ликвидации свободной экономической зоны Крым в украинском правовом поле, а также о ряде других инициатив. Я напомню, что каждый может присоединиться к нашему разговору, даже когда он происходит в записи. Пишите ваши комментарии под нашей трансляцией, которую мы ведем на канале YouTube. Начнем наш разговор буквально через несколько секунд. Итак, к нашему разговору подключается Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы обсудить с вами ряд изменений в украинском законодательстве, который произошел в 2021 году. Одним из самых знаковых можно назвать закон о коренных народах Украины, который приняла Верховная Рада Украины 1 июля 2021 года, а 21 июля его подписал президент Украины. Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки. Давайте поговорим о значимости закона. Почему, как долго Украина к нему шла и почему так долго шла? Я, можливо, розпочну з того, що перше, більш ніж за 30 років моєї діяльності в політиці, і ми всі були свідками того, що закон ще на стадії проєкту викликав таке, знаєте, бурхливе обурення в Росії. Я не пам'ятаю інших законопроєктів, щоб і Державна дума би приймала заяви, звернення до міжнародних організацій, а потім президент Росії декілька разів би звертався з негативними оцінками цього законопроєкту. Судя по всему, он до сих пор успокоиться не может. Так, буквально вчора, коли він давав так звану велику прес-конференцію, він знову і знову говорив про цей закон. Але правда в тому, що він розуміється, навіщо цей закон потрібний був. І він дуже чітко розуміється про те, що цей закон не про статус там російської меншини або інших меншин в Україні, але він завжди виступає з обуренням, що, мовляв, там немає росіян, немає інших. Росіяни і російські політики, і в першу чергу очільники Росії, вони усвідомлюють те, що цей закон дуже чітко, скажімо так, визначає українську належність Кримського півострова, оскільки там є суб'єкт, який має право на самовизначення, це корінний кримсько-татарський народ, це караїми, кримчаки. Ми маємо в Україні 3 корінних народи, і так Всевишній все облаштував, що вони всі походженням і створилися ці корінні народи
на Кримському півострові, який сьогодні окупований Російською Федерацією. Отже, не російські якісь скрепи, які вони там розшукують, не якась там міфічна належність Криму до Росії там з кінця 18 століття, а наявність трьох корінних народів, які хочуть і будуть визначати своє право на своїй землі у складі української держави, і це лякає Москву. Ну, с реакцией товарища Путина на этот закон, в принципе, понятно. А вот как к принятию этого закона отнеслись в Крыму? Вы коммуницируете с теми, кто живет непосредственно на Крымском полуострове. Как был воспринят этот закон теми, кто живет непосредственно в Крыму? Давайте я тоже перейду на русский язык. Да. Мне, когда как удобнее будет. Но, разумеется, крымские татары восприняли принятие закона о коренных народах Украины с восторгом. Разумеется, это было, скажем так, с оттенком сожаления, что так долго мы шли к принятию этого закона. Караимы и крымчаки, те организации, которые осуществляют свою деятельность на материковой Украине, они, разумеется, сейчас также активно готовится к имплементации этого закона вместе с нами. Мы буквально 2 недели где-то назад закончили разработку нескольких нормативных актов, которые, надеемся, Кабинет министров примет в ближайшее время. Это о порядке проведения консультаций исполнительными органами Украины с представительными органами коренных народов, а также, собственно, о порядке наделения статуса представительного органа организациям коренных народов Украины. Мы эту работу закончили, и как только Кабинет министров утвердит эти положения, они будут на уровне постановления, скорее всего, постановлением будут утверждены эти нормативные акты, и мы уже можем считать, что переходим на следующую ступень, когда правительство Украины, а также министерство, ведомства при принятии решений, которые непосредственно касаются будущего Крыма, крымско-татарского народа, караимов, крымчаков, они будут проводить соответствующие согласования с представительными органами крымских татар, в частности с Меджлисом крымско-татарского народа. Я здесь не оговорился, когда сказал будущего Крыма, потому что речь будет идти о необходимости согласований тех вопросов, которые кардинально будут влиять на состояние Крыма как территории. Это очень важно, потому что земля является главным ресурсом, главным объектом, благодаря чему коренные народы и существуют. То есть в 2022 году мы уже можем увидеть, как этот закон фактически работает? Да, я думаю, что мы буквально в первом квартале 2022 года, думаю, что уже будем иметь решение Кабинета министров по Меджлису крымско-татарского народа, и соответствующую подготовку проводят организации караимов и крымчаков. Еще целый ряд инициатив, которые можно отметить в 2021 году, изменений в законодательстве, здесь скорее инициативы, да, лучше применить слово, касаются крымско-татарского языка. 26 февраля 2021 года президент Украины подписал указ о государственной поддержке крымско-татарского языка. В апреле 2021 года Кабмин Украины утвердил концепцию развития крымско-татарского языка на период с 2022 по 2032 год. И 22 сентября Кабинет министров Украины утвердил постановление, которое предусматривает переход алфавита крымско-татарского языка на латинскую графику. Давайте поговорим об этих постановлениях, об этой стратегии развития крымско-татарского языка. Насколько это важно? Чрезвычайно важно. В принципе, известно, что состояние крымско-татарского языка и прежде всего знание крымско-татарского языка, прежде всего его природными носителями, самими крымскими татарами,
оставляет желать лучшего. Мы все еще испытываем катастрофические последствия депортации крымско-татарского народа, когда более 45 лет крымские татары насильственно удерживались в местах изгнания после депортации 1944 года, и, соответственно, они жили не только в отрыве от своей земли, от Крыма, но там, где они жили, практически, ну не практически, не было ни школ, не развивалось средства массовой информации. Ну, были некоторые имитации, это буквально с середины 70-х годов. То есть шла ассимиляция крымско-татарского народа, язык, который практически был запрещен в СССР, поскольку сами школы были запрещены, крымско-татарские, он не только не развивался, но он деградировал. Происходило за это время очень много изменений, ведь язык любого народа – это живой организм, и он очень чувствителен к реальной жизни, ко всем тем изменениям, которые происходят внутри этого народа и вокруг этого народа. Наш язык, к сожалению, всего этого был лишен. Крымско-татарский язык сегодня находится, включен в список языков ЮНЕСКО, которым грозит исчезновение. Понятно, что, возвращаясь на свою родину в конце 80-х, начале 90-х годов, мы первым делом пытались открывать школы, классы с крымско-татарским языком обучения. Все это происходило очень сложно, очень трудно, и причиной были не только финансовые, иные объективные трудности. Причиной еще было сопротивление Крыму, которые мы испытывали. Многим представлялось, что становление школ с крымско-татарским и украинским языками обучения – это как бы наступление на школы с русским языком обучения, и вместо того, чтобы поддерживать становление школ с крымско-татарским русским языком обучения в Крыму, и вы это тоже знаете очень хорошо, в Крыму практически оказывалось сопротивление школам с крымско-татарским и украинским языками обучения, как минимум проводился тихий такой саботаж. Но теперь переходим к нынешним временам. Для того, чтобы спасти язык, которому грозит исчезновение, для того, чтобы возрождать его, ну, необходимы системные меры, и, что немаловажно, чтобы эти меры поддерживались государством. И в данном случае украинское государство действительно в этом году, можно сказать, пошло на беспрецедентные действия для того, чтобы заложить основу для возрождения и развития крымско-татарского языка. Концепция, которая была принята, называется концепция розвитку крымско-татарской мовы, но я все-таки не зря сказал о том, чтобы спасти, возродить и развивать, потому что этот этап мы не сможем перепрыгнуть. Хотя, конечно, последние годы и в Крыму мы открыли 14 школ, начали создавать средства массовой информации на родном языке, и прежде всего теле, радио ресурсы. Это очень повлияло на расширение ареала использования крымско-татарского языка. Но с оккупацией Крыма Российской Федерацией снова же возникли многие угрозы, от которых, как нам представлялось, мы уже уходили, которых мы уже избегали до 2014 года. И поэтому вот поддержка государством, это же не просто мы утвердили некий документ, в котором изложены очень логично те или иные действия, направления. Главное, что сейчас на основе этой концепции разрабатывается стратегия, она тоже уже на согласовании в министерствах, ведомствах, в академических институтах Украины. Я думаю, что в ближайшие буквально месяц-два эта стратегия будет принята, и там уже расписаны конкретные действия и в плане, скажем, создания словарной базы,
в плане создания учебников, другой научной, учебной, методической литературы. Мы приступаем к большим работам, которые мы не могли решиться без государства. Это к составлению антологии многотомной памятников письменности и литературы крымско-татарской. Но здесь можно было еще очень многое говорить, но самое главное то, что государство имеет вот с этой стратегией закладывает очень четкие параметры по именно развитию крымско-татарского языка. И здесь мы берем обязательство, я хочу вот этим именно завершить вот эту тему. Дело в том, что 2022-2032 годы это десятилетие языков коренных народов. И это объявлено Организацией Объединенных Наций. Мне представляется, что украинское государство в числе первых государств мира, которые заранее, за год до, собственно, вот вступления в это десятилетие, они уже подошли с конкретными решениями, и на основе, вот, на базе этих решений и концепции стратегии развития крымско-татарского языка мы будем и осуществлять свою деятельность в течение десятилетия. В связи с этим хочу задать еще один вопрос. А что, по вашим данным, происходит с развитием крымско-татарского языка в Крыму? Напомню, что по так называемой Конституции Крыма, которую самопровозглашенный парламент Крыма принимал в 2014 году, крымско-татарский язык и украинский, кстати, в Крыму объявлены государственными языками. Помогает ли это развитию крымско-татарского языка по факту? Ваши и читатели сайта, и зрители, и слушатели, да, они очень прекрасно разбираются в ситуации в Крыму, и все уже давно осознали, что все, что декларируется оккупационной властью, и реальное состояние дел между этими декларациями и состоянием дел, это очень большая разница. Практически все то, что задекларировано, это для прикрытия, уничтожения самобытности и украинского сообщества в Крыму, и крымско-татарского народа. Вы сказали о том, что так называемой Конституции Республики Крым, утвержденной оккупационной властью, 3 языка вынесены как якобы государственные языки, и в то же время вы знаете, что в Крыму нет ни одной школы с украинским языком обучения, есть несколько классов для того, чтобы демонстрировать их перед какими-то, я не знаю, контролирующими из центра страны-оккупанта приезжими представителями. Что касается крымско-татарской школы или школы с крымско-татарским языком обучения, мы сохранили ту численность, которая была на 2014 год, но они же тоже этого не хотят. Здесь они поступают немного, как бы хитрее, но это все равно заметно невооруженным взглядом. Они размывают наши школы, специально объявляя набор первые классы, там, где абсолютно компактные места поселения крымских татар, и школа эта находится на этих поселениях, скажем, 42-я школа в Каменке с крымско-татарским языком обучения. Там вокруг достаточно школ с русским языком обучения, и в этом поселке живут только крымские татары, но они специально в этой школе открывают первые классы с русским языком обучения, оказывают давление на родителей, и крымских татар, чтобы они своих детей как бы добровольно записывали первый класс с русским языком обучения. Но, разумеется, идет торпедирование. Все то, что делается, абсолютно на русском языке. Даже созданные ими ресурсы пропагандистские, как телевизионный канал, который они назвали «Миллет», он практически все свое вещание осуществляет
на русском языке, за исключением нескольких программ на крымско-татарском языке, чтобы сохранять как бы, имидж того, что этот канал вещает и на крымско-татарском языке. И самое последнее, я недавно стал свидетелем одного, свидетелем я имею в виду, наблюдая телевизионный сюжет из Крыма, когда представитель оккупационной власти как бы на полном серьезе утверждал о том, что именно сохранение кириллицы для письменности крымско-татарского языка дает максимальные возможности для развития и сохранения языка. И этот представитель выражал глубочайшее сожаление тем, что крымско-татарская диаспора в Турции и Румынии, она лишена возможности изучать крымско-татарский язык, поскольку не может владеть кириллицей, и поэтому сохраняется актуальность изучения крымско-татарского языка на кириллице в Турции и в Румынии. Такие абсурды. Они думают, что это вот такого рода бред и абсурдные утверждения каким-то образом могут на кого-то повлиять. Я это к тому, что вы сказали об этом, я не сказал, что с утверждением концепции развития крымско-татарского языка наконец-то, это мы к этому тоже шли уже 30 лет, Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил алфавит крымско-татарского языка на основе латиницы, и для утверждения такого алфавита был взят алфавит, утвержденный в 1993 году Курултаем крымско-татарского народа. Это, видите, на заре нашего возвращения уже тогда мы думали о том, как обеспечить возвращение, даже не перевод, а возвращение к латинице. И, наконец-то, это получилось. И теперь все то, что мы сейчас готовим, а мы последние месяцы, мы сейчас вообще планируем на 22 год и издание, и работу над словарями. Мы здесь взаимодействуем с профильными институтами украинскими, институтом мовознавства, другими институтами, которые имеют большой опыт составления правописания украинского языка, составления академического словаря украинского языка. И, конечно, мы впервые, наши специалисты, я имею в виду крымско-татарские специалисты, приступая к таким масштабным работам, они максимально будут опираться на опыт украинских и не только, в том числе и турецких ученых. Мы сейчас работаем над формированием международных комиссий, которые будут разрабатывать и утверждать те или иные вот такие масштабные проекты. Рифат Ага, еще один закон, который бы хотелось с вами обсудить, он не принят еще окончательно, он поддержан в первом чтении украинским парламентом. Я говорю о законопроекте номер 6104 о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей. Если упрощенно, да, как этот закон называют, закон о поддержке политзаключенных и членов их семей. По вашему мнению, насколько это является важным этапом в процессе реинтеграции Крыма? Я хочу сказать, что это очень долгожданный закон, хотя он действительно сейчас только принят первым чтением и предстоит еще второе чтение. Я думаю, что народные депутаты будут вносить еще некие изменения, но основные параметры этого закона, как мне представляется, они уже не будут изменены. И здесь впервые законодатель попытался урегулировать все вопросы, которые возникают у тех граждан Украины, которые по причине оккупации, военных действий, они попали в ситуации, которые никак не урегулированы нашим законодательством. Но первая категория граждан Украины – это те,
которые связаны с вооруженными силами или с другими созданными государством подразделениями, чьей главной задачей является защита украинского государства. И мы знаем, что, я сейчас не буду говорить абсолютные цифры, но только лишь убитых в ходе российско-украинской войны уже называют больше 15 тысяч человек. Разумеется, среди них есть много мирных граждан, но здесь есть и военнослужащие, часть людей, которые пропали без вести, но есть и заложники, в числе которых военнопленные, не заложники, есть захваченные, содержащиеся в заточении граждане Украины. Среди них есть военные, мы их можем называть военнопленными. Есть гражданские лица, которых взяли заложниками, и незаконно их содержат в изоляции. Это если мы говорим о Донецкой и Луганской областях, в отдельные районы. Но и, разумеется, есть оккупированный Крым, и там есть категория граждан Украины, которые незаконно задерживаются, содержатся в СИЗО или незаконно осуждаются и приговариваются к большим срокам тюремного заключения. И мы говорим сейчас о тех гражданах Украины, по отношению к которым все эти уголовные дела возбуждаются, но по политически мотивированным вопросам. И мы поэтому говорим политзаключенные. Хотя, конечно, в самом законе этот термин не используется. Закон называется «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей». И здесь закон пытается урегулировать многие вопросы, связанные с правами этих граждан. Там есть, может быть, кому-то это покажется некоторые такие сферы не очень важными. Ну, скажем, получение документов после освобождения, оформление имущества утраченного. Но есть такие сферы, которые очень важны тогда, когда человек наиболее нуждается в поддержке, то есть когда он незаконно лишен свободы, а наши граждане, как правило, лишаются свободы на 13, 17, 18 лет. Никто не знает, сколько времени пройдет до того времени, пока они будут освобождены. Нахождение человека сегодня в условиях оккупационной тюрьмы, это требует поддержки не только моральной, правовой, но эта поддержка должна обеспечиваться также финансовым обеспечением. Это деятельность адвокатов, это поездка консулов, дипломатов украинских, если эти лица, наши граждане, содержатся уже на территории самой России. А как правило, их всех после приговоров из Крыма, по крайней мере, их всех перемещают на территорию самой России и раскидывают по самым отдаленным тюрьмам. Таким образом, этот закон направлен на моральную, правовую и материальную поддержку всех людей, которые в условиях российского военного вторжения, российской оккупации оказались или лишены свободы, или там есть категория лиц, которые погибли во время заключения и лишения незаконного свободы, и права этих лиц, но их детей, их семей тоже выписываются этим законом. Еще об одном законе, да, или об отмене закона хотелось бы с вами поговорить. 21 ноября вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны Крым и особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины. Свободная экономическая зона Крым была создана в 2014 году специальным законом, который ввел особый порядок применения украинского законодательства на оккупированном полуострове. И тогда в пояснительной записке
практически авторы законопроекта указывали, что создаваемая СС должна помочь в обеспечении прав и экономических свобод жителей Крыма. На практике создание СС сыграло ровно противоположную роль для большинства тех, кого он касался, но при этом эта свободная экономическая зона позволяла беспрепятственно вести бизнес на временно оккупированной территории. И целый шквал негативных оценок как политиков, так и правозащитников собрала эта свободная экономическая зона Крыма. Вот мы видим, что в 2021 году она была отменена. К сожалению, мы так и не смогли получить в этом году комментариев одного из авторов этого законопроекта, Сергея Терехина. Даже несмотря на предварительную договоренность, он все-таки не включился к нам в эфир, и после этого мы не могли с ним связаться. И поэтому, да, узнать, почему такая ошибка произошла, наверное, пока не получается. Но давайте поговорим о том, да, почему эту проблему так долго не могли развязать, и развязаны ли сейчас те проблемы, которые существовали при наличии свободной экономической зоны Крым. Ну, вы действительно сказали о том, что принятие такого закона в 2014 году обосновывалось необходимостью помочь украинскому бизнесу, предпринимателям в условиях таких форс-мажорных обстоятельств, каковыми, безусловно, являются война и оккупация. Украинское законодательство не имело возможности, оно не было приспособлено для того, чтобы регулировать эти вопросы до того, пока мы не столкнулись и с российским вторжением, и с временной оккупацией Крыма. Однако, по сути, этот закон предусматривал возможности для того, чтобы предприятия, украинские предприятия, находящиеся на оккупированной территории, могли осуществить такой, безущербную для себя эвакуацию, вывод капиталов, оборудования, продолжить деятельность и сохранять рабочие места для граждан Украины. Но я думаю, что многие из тех, кто голосовал за этот закон, они действительно и исходили из этих самых лучших побуждений, хотя подозреваю, и мне кажется вполне обоснованно, что сами авторы, которые выписывали, они уже тогда понимали, что на самом деле закон будет уловкой для тех, которые захотят использовать эту ситуацию, как бы он придаст законность серому бизнесу между материковой Украиной и оккупированной территорией. Но самое главное, что этот закон создал возможность работы предприятий тех, в которых были заинтересованы прежде всего и российские оккупанты. И поэтому я уже не говорю о том, что этот закон установил ограничения прав прежде всего граждан Украины, в банковской сфере. Вы и ваш ресурс очень много этой теме уделял внимания, когда граждане Украины, которые, жители Крыма, оказавшиеся как на материке, вынужденные выехать из Крыма, они не имели возможности пользоваться своими вкладами в украинских банках. Да, статус нерезидента. Статус нерезидента, да. И многое другое. Но понадобилось, видите, опять же, много времени для того, чтобы этот закон был отменен. Здесь надо просто, наверное, сказать спасибо народным депутатам. Я бы здесь и сказал бы, в том числе от Крыма, в частности, Рустему Умерову, который был одним из локомотивов для того, чтобы этот закон был отменен. Хотя последствия этого закона мы чувствуем и по сегодня. Мы в Меджлисе продолжаем работать с группой наших сограждан из Крыма, которые имеют вклады в приватбанки времен до оккупационных или брали кредиты. И понятно, что даже те нормы, которые установлены сейчас новыми этими законными актами, они, конечно, носят
но некоторый ограничительный характер. Ну, скажем, я лично никак, хотя у меня нет, я не связан с подобными ситуациями, но я связан с людьми, которые обращаются в Меджлис крымско-татарского народа. Я думаю, чтобы требовать даже выплаты тела кредита, который был не выплаченным на момент оккупации, от людей, которые были вынуждены выехать из Крыма, живут на территории материковой Украины, не имеют жилья, зачастую не имеют постоянной работы, и ожидать от них выплаты тела кредита, наверное, это не совсем, но мне представляется, но по государственному, мне представляется, здесь можно было, если уж для государства существует форс-мажор, то пусть он существует по отношению и к гражданам Украины. Пусть люди будут это выплачивать тогда, когда возвратятся в свои дома, когда Крым будет освобожден от российских оккупантов. И давайте резюмируем наш разговор по вашему ощущению, по вашим наблюдениям. Насколько приблизилась за 2021 год материковая Украина к реинтеграции Крымского полуострова вот этими изменениями в законодательной сфере? И может ли, по вашему мнению, украинское государство это делать быстрее? Смотрите, мы не говорили о двух еще таких событиях, которые, с моей точки зрения, как раз они и вот в центре вот этого вашего последнего вопроса. Это Крымская платформа, подготовка которой осуществлялась в прошлом году и в этом году. Но мы все, мне представляется, оцениваем одинаково, что успешное ее проведение и демонстрация международным сообществом, ведущими государствами, в первую очередь членами Европейского Союза, членами НАТО и Соединенными Штатами, Канады, если мы говорим за пределами Европейского Союза, поддержки территориальной целостности Украины и отстаивания позиции о деоккупации Крыма. Это событие тоже очень и очень, ну скажем так, наступило вот не наступило, а в общем-то Москва здесь еще раз убедилась в том, что ее какие-то ожидания, непонятно на что опирающиеся, о том, что международное сообщество будет постепенно, но уходить от Крыма, и как бы по умолчанию Крым будет все больше и больше связываться с Россией как территория. В общем-то, Крымская платформа поставила крах на вот таких ожиданиях Москвы, и поэтому, конечно, они, если так можно сказать, взбешены проведением Крымской платформы. И опять же, вчера об этом не преминул сказать в своей пресс-конференции президент Российской Федерации. Второй документ, который был принят в начале года, в марте, по-моему, 24 марта, это утверждение Национальным советом по обороне РНБО, да, по безпеке и обороне Украины, документа как стратегия деоккупации Крыма. Меджлис крымского народа был одним из тех, кто работал над этим документом. Большое количество вообще людей и институций были привлечены к работе над этим документом. Мне представляется, вот эти два документа, они дали украинскому обществу, вот усилили уверенность и осознание неизбежности и необходимости, и неизбежности восстановления государственного суверенитета над Крымом, а внешнему миру дали очень сильный такой сигнал о том, что Украина, что никому и не стоит даже где-то надеяться глубоко в душе, что с Украиной можно будет когда-то каким-то образом договариваться
договариваться о внешних границах, скажем, без Крыма. И поэтому, если Россия еще раз убедилась в том, что мировое сообщество поддерживает Украину вот, в вопросе территориальной целостности, то также наши недруги увидели, что Киев усиливает внешние сигналы и демонстрирует свою готовность держать проблему возвращения Крыма, в общем-то, но во главе вот всей своей политики по деоккупации своих территорий, оккупированных Россией. Но, вот я пытаюсь завершить свой ответ, мы все это сделали, закрепили, необходимые сигналы дали, но мы еще не ощущаем их результатов, потому что развитие вообще событий в мире, и особенно на вот, линии взаимодействия Россия и западный мир все время претерпевает новых и новых изменений, и обострение вот сейчас отношений уже не по причине лишь, скажем, оккупации Крыма или вопросов, связанных с деоккупацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а вообще глобальное противостояние, связанное с рядом ультиматумов Российской Федерации к свободному миру. И поэтому мир сейчас ищет пути не углубления вот нового витка геополитического кризиса, который, ну, как многие опасаются, может перейти в стадию горячей войны. И пока вот здесь не будут найдены реальные механизмы, которые, ну, предотвратят скатывание мира к катастрофе, конечно, проблема российско-украинской войны, она внутри вот этого геополитического кризиса. И с одной стороны, можно сказать, что здесь как бы мы уходим на второй план, но для всех серьезных аналитиков и политиков очевидно, что мы теперь есть частью вот этого глобального кризиса, развязанного по вине Российской Федерации, и решение проблем восстановления территориальной целостности Украины, включая и Автономную Республику Крым и Севастополь, лежит вот в механизме разрешения глобального кризиса. И в этом плане я считаю, что мы даже где-то укрепили я имею в виду украинское государство, укрепили свои позиции международной политики, и во многом то, что мы вовремя провели и Крымскую платформу, и приняли стратегию по деоккупации Крыма. Разумеется, когда мы готовились и проводили эти мероприятия, проводили Крымскую платформу, утверждали стратегию, разумеется, мы не могли предвидеть все эти нюансы нового осложнения вот ситуации в связи с российской агрессией против всего цивилизованного мира. Но всегда же говорят о том, что ты всегда должен делать то, что ты обязан делать, а уже жизнь, развитие тебе обязательно поможет новыми шансами, которые открываются только для тех, кто двигается вперед. Мне представляется, что в 2021 году мы, как Украина, в плане деоккупации захваченных наших территорий, мы двигались вперед. Спасибо вам за беседу. Напомню, что говорили мы с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии» и в 2022 году, чтобы знать о том, что на самом деле происходит в Крыму и вокруг Крыма.